В эфире Канашского телевидения информационный выпуск «Вести недели», в студии Евгения Карпчева. Здравствуйте. Состоялось очередное заседание собрания депутатов 7-го созыва. Были рассмотрены как вопросы местного значения, так и принято важное решение о передаче контрольно-счетной палате Чувашской Республики полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в Канаше. Подробнее в репортаже Павла Демина. В целях повышения роли парламентского контроля по движению средств муниципальных бюджетов было предложено передать полномочия на уровень республики, а именно контрольно-счетной палате. Как отметил глава республики Олег Николаев в своем послании, концентрация контроля в одних руках будет более эффективна и, главное, более прозрачна, в том числе и для населения. Механизм работы планируется такой, чтобы оптимизировать максимально процессы и все-таки строить работу таким образом, что максимально не допускать неэффективного использования бюджетных средств. На примере или анализов 4 муниципальных образований, потому что на первом этапе сейчас рассматривается передача полномочий именно 4 городов – Шумиле, Канаш и Алатырь. То есть максимально искать, находить лучшую практику и внедрять ее в том или ином муниципалитете для того, чтобы, еще раз повторюсь, наши граждане чувствовали эффективность трат бюджетных средств, потому что они все являются налогоплательщиками и все они являются получателями услуг социальных. Передача полномочий осуществляется на срочный период – 5 лет. При этом контрольно-счетный орган города Канаша на все это время прекратит свою работу, но не ликвидируется. По окончании данного периода депутатский корпус будет принимать решение – продлить передачу полномочий, либо приостановить. Надеюсь, что мы с вами совместно на благо именно граждан уже, наверное, города Канаша, я хочу все-таки сказать, в интересах, еще раз повторюсь, роли именно парламентского контроля, потому что он станет более независимый, потому что вроде как мы будем проверять деятельность администрации города Канаша, но мы ваши, еще раз повторюсь, глаза и уши, и руки, информируем-то мы вас, и докладываем мы вам о том, как расходуются средства местного бюджета. Также, согласно повестке, перед присутствующими с отчетом о деятельности за 2020 год выступила председатель контрольно-счетного органа города Канаша Альбина Закон. Был утвержден план работы собрания депутатов города Канаша Чувашской Республики 7-го созыва на 2021 год. Внесены изменения в правила землепользования и застройки Канашского городского округа. Павел Демин, Елена Платцева, Ирина Константинова. Вести недели. 15 февраля в России отмечают День памяти воинов-интернационалистов. Дата приурочена ко дню вывода советских войск из Афганистана. 32-я годовщина этого события в Канаше не прошла незамеченной. Подробности с мероприятия в репортаже Ирины Константиновой. По уже сложившейся традиции, 14 февраля воины-афганцы посетили краеведческий музей города Канаша. Вспомнили события той войны, погибших однополчан, друзей, товарищей, родных. Стараемся не забывать матерей, как говорится, погибших наших ребят. Спрашиваем, какие проблемы. Ну и вот мы сегодня встретились. От души, конечно, я рад. Спасибо, ребят, что подошли. Спасибо вам. Из города Канаша и Канашского района служили в Афганистане 629 ребят. 18 из них погибли, выполняя интернациональный долг. Один земляк числится пропавшим без вести. Я, как учительница, начинала работу в 5-й школе. Я очень хорошо помню, за последней партой у окна сидел и так внимательно слушал мою лекцию, мои уроки Гриша Зиновьев. Сегодня мама здесь среди нас. Я хочу сказать всем, что школа – это и есть первый шаг становления настоящего человека. Много обсуждался сквер афганцев, как из чего зародилась идея и как велись поиски машины БМД. Стоит сказать, что планируется переделать его под полноценную аллею памяти не только воинам, погибшим в афганской войне, но и в других локальных войнах. Встречу провела учитель русского языка и литературы Рассадникова Светлана Петровна. Ну а так как на мероприятии было много слов сказано о создании сквера афганцев, то не обошли стороной и то, как появились стихи на постаменте, начинающиеся с фразы «В далеком Афгане погиб». Тогда же отделом культуры заведовала Людмила Степановна Христова. Она меня вызвала и предложила: Александра Петровна, нужны слова на постамент под боевую машину десантников. И я предложила, в далеком Афгане полег, остался навечно юным, солдатский исполнив долг.
Когда она предложила авторство, то есть я отказалась. По какой причине? Я сказала: Людмила Степановна, пусть это будут слова как будто бы от всех жителей города, а не только от меня. Но вот эти слова, они так и остались на постаменте. Да, это было так. Как быстро летит время. Казалось бы, совсем недавно во Дворце культуры проходило мероприятие, приуроченное к 5-летию вывода войск из Афганистана. Уважаемые ребята афганцы, а вы помните 5 февраля 1994 год, 5-летие вывода войск из Афганистана, фойе Дворца культуры. За столиками сидели вы, которые прошли страшное испытание кровью, гибелью близких, ранениями. И сидели матери погибших. И мои ребята, 15-16-летние, торжественным маршем, отдавая почести, они прошли по залу, склонили головы перед родителями погибших. Сейчас этим ребятам уже за 40. Своими воспоминаниями поделились приглашенные гости. Открывали памятник по линии ФСБ, и со мной рядом стоял бывший пограничник Сурнарского района на кладбище, когда молился батюшка. Ну, птичка, она даже есть фотография, птичка полетала и сел на его плечо, рядом со мной стоящего. И где-то минут 20 сидела птичка. Ну где, по поверить, ангел-хранитель. Дай Бог вам, уважаемые родители, уважаемые присутствующие и товарищи афганцы, дай Бог вам здоровья. Вам всего-навсего пока 32 года. Всех благ. При полной тишине были произнесены фамилии тех, кто не вернулся из Афганистана. Алексеев Алексей Петрович, Исматов Нурил Насрулович, Тихонов Виталий Анатольевич, Савин Сергей Алексеевич. В стороне от мероприятия не могли остаться и дети нашего города. Присутствующим были продемонстрированы песня от учеников музыкальной школы и танец от старшей группы танцевального коллектива Дворца культуры. Медалями были отмечены все, кто активно продолжает военно-патриотическую работу, и те, кто содействует ветеранскому движению. Еще раз я от души хочу поздравить мам, поблагодарить, что вы воспитали таких конкретных парней. Ну, как говорится, свет нашей нации. Здоровья вам еще раз, всех благ и всего самого хорошего. Хочу пожелать крепкого здоровья, удачи, счастья, мирного неба над головой. С предстоящим праздником, предстоящим 23 февраля. И чтобы отслужили нормально, красиво, хорошо, как служили мы. Ну а уже 15 февраля мужчины города Канаша и Канашского района, служившие в Афганистане и в других горячих точках, собрались у памятника БМД на сквере афганцев. Что от нашего поколения сегодня требуется? Не забыть те боевые подвиги наших друзей, наших товарищей и передать вот эту память нашим детям. Это самое главное. Сегодня, конечно, очень тяжело родителям, близким, тех ребят, которые ушли, и до сих пор они в локальных войнах уходят. Поэтому этот сквер в их честь и был разбит. Я думаю, развитию этого сквера еще будет. Дорогие друзья, вечная память нашим героям. Память погибших почтили минутой молчания, возложили цветы к памятнику и все вместе сфотографировались на память. Можно восстановить города, поднять из руин страну, но никто не воскресит тысячи людей, так и не успевших построить свой дом и воспитать своих детей. Павел Демин, Елена Бладцева, Ирина Константинова. Вести недели. С рабочим визитом город Канаш посетил глава Чувашии Олег Николаев. Он принял участие в заседании комиссии по рассмотрению заявки ООО «Канашский завод специализированной продукции» на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории города Канаш, а также лично присутствовал на подведении итогов социально-экономического развития города за 2020 год, представленных Виталием Михайловым. Глава администрации рассказал о бюджете города Канаша за 2020 год и представил данные об основных экономических показателях. По диаграмме вы видите, что основная доля – это все-таки деловые поступления, без вышестоящих бюджетов. Основные показатели 2020 года выглядят так. Мы 500 миллионов потеряли в области продукции и
И также 16,2 миллиона потеряли в обороте общественного питания. Все вы понимаете, что все-таки здесь корректируем золотую линию. Виталий Михайлов рассказал о уже 3 работающих резидентах территории опережающего социально-экономического развития на территории города и объявил о том, что сегодня в присутствии главы Чувашии появился 4-й резидент. Сегодня, к вашему сведению, рабочая группа состоялась, на которой заявка компании «Канашский завод специализированной продукции» поддержана. Это наш новый резидент. Учредитель ООО «Канашский завод специализированной продукции» Павел Александров планирует выпускать до 9 тысяч тонн полимеров и обещает создать на территории порядка 50 новых рабочих мест. Самой наболевшей темой стал вопрос о дорожной инфраструктуре. Порядка 56% автодорог, к сожалению, на данный момент не соответствуют нормативам. На ближайший год запланирована реконструкция проспекта Ленина стоимостью в 342 миллиона рублей и улицы Карла Маркса 196 миллионов рублей. Также в подробностях была представлена информация о планах развития транспортной системы города и формирования комфортной среды. Мы предусмотрели строительство блочно-модульных котелей в Восточном микрорайоне. Наши котели в Восточном микрорайоне, которые на себе тянет теплоснабжение 14 тысяч жителей города, она в плачевном состоянии, и поэтому принято решение развить этот микрорайон на 3 и построить 3 моноблочных котельные. Примерно на эту цель нужно 378 миллионов рублей. Стоимость проектирования составляла 18 миллионов рублей, но на данный момент у нас уже найден подрядчик проектный бюро, который, исходя из комплексных решений, исходя из готовых проектов, почти что 10 раз удешевляет эту сумму. Все жители города уже успели отметить, как сильно преобразовался малый и большой зал Дворца культуры. Но немногие знают, что планируется потратить еще 70 миллионов рублей по программе «Комфортная среда» на реконструкцию летнего парка Дворца культуры. В рамках реализации проекта «Современная школа» у нас 3 школы получили оборудование по цифрового центра «Точки роста». Это 3-я, 6-я, 7-я школы. Ну и мне радует тот момент, что мы сегодня уже видим те изделия, которые наши дети в школах производят на тех же 3D-принтерах, производят какие-то топосъемки, геодезические изыскания с применением тех фотодокторов, которые мы получили по этой программе. Виталий Михайлов также обратил внимание на то, что многое в городе происходит благодаря непосредственному участию в проектах самого населения. Хотелось бы остановить внимание на то, что вот эти вещи, многие из них без вовлеченности населения у нас не произошли. Поэтому огромное спасибо горожанам за то, что активно вовлекаются в проекты благоустройства, проекты инициативного бюджетирования. Ну и со своей стороны мы еще можем всегда готовы помочь. Спасибо. Также на мероприятии присутствовал министр экономического развития Краснов Дмитрий Иванович, депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Малов и депутаты Государственного совета Чувашии. Канаш получил на 45 миллионов рублей в прошлом году из Креативного фонда республики поручил 14 проектов, было создано 11 рабочих мест, и по микрозаймам, льготным кредитам Канаш моногород, условия 2 и 12%, 36 микрозаймов было выдано на общую сумму 97 миллионов рублей. Глава республики также отметил важность создания благоприятных условий для малого, среднего и крупного бизнеса в нашем городе. Сегодня, конечно же, на мой взгляд, очень радостное событие, то, что появляется еще один резидент на территории ТОСР город Канаш. И здесь очень важно отметить, что мы за последний год проделали очень большой объем работы для того, чтобы систематизировать все процессы, для того, чтобы этот индустриальный парк и возможности ТОСР города Канаш были максимально эффективно реализованы. Реализовали проект подачи газа и иных инфраструктурных объектов. И на сегодняшний день есть все для того, чтобы инвесторы здесь активно реализовывали свои проекты. И ровно для этого мы сейчас активно трансформируем институты развития, поддержки развития малого, среднего и крупного инвестиционного процесса на территории Чувашской Республики с тем, чтобы все формы поддержки были объединены в одно место, и в зависимости от необходимости они комплексно представлялись инвестору на той или иной территории, в том числе на территории ТОСР города Канаш. Павел Демин, Елена Булатцева, Ирина Константинова. Вести недели.
В рамках Всемирного дня борьбы против рака в КНАШе прошел республиканский семинар врачей-онкологов. Ранняя диагностика, профилактика и эффективное лечение – эти и другие вопросы обсудили лучшие специалисты республики. В рамках проведения информационно-просветительской акции по профилактике онкологических заболеваний прошел семинар по итогам работы центров амбулаторной онкологической помощи. Участие в нем приняли специалисты из медицинских организаций Чувашской республики. В КНАШе онкоцентр открылся одним из первых в республике в 2019 году. Только в прошлом году здесь было выполнено более 6600 посещений. Химиотерапевтическое лечение в условиях дневного стационара получили более 200 человек, что безусловно позволило разгрузить республиканский центр. А главное, пациенты получили помощь в кратчайшие сроки и сэкономили время на дорогу. С докладом об основных итогах службы за 2020 год и об основных направлениях развития выступил заместитель главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера. В нашей республике на учете состоит 29 тысяч граждан, которые страдают онкологическими заболеваниями. Причем я не без гордости могу сказать, что усилиями врачей Чувашской республики, это прежде всего первичного звена здравоохранения, онкологического диспансера моих коллег, организаторов здравоохранения, мы достигли на сегодняшний день, что пятилетняя выживаемость у нас составляет более 57%. Центры амбулаторной онкологической помощи создаются, как правило, на базе тех медицинских организаций, где есть ресурсы. Прежде всего, онкологи, компьютерные томографы, эндоскопическая служба, ультразвуковая диагностика и так далее. Вот по показателям, которые есть в городе Канаш, в Канашском районе, именно население этих территорий обслуживается в Центре амбулаторной онкологической помощи, мы видим, что население прежде всего удовлетворено. Мы проводили такие опросы, получали лекарственное лечение на базе Центра амбулаторной онкологической помощи. И мы очень благодарны главному врачу Ренате Николаевне Федоровой прежде всего за то, что это было организовано, это было сделано так, как задумано нами. И вот сегодня мы хотим видеть результаты еще большие, лучшие, во благо, прежде всего, населению, канашцев, на благо жителей всей республики. Раннее выявление злокачественных новообразований – зачастую главный фактор успешного лечения в дальнейшем. Об этом отметила Рената Николаевна, главный врач Канашского межтерриториального центра. Ежегодно растет качество диагностики, приходят новые специалисты. Ну а самое главное – необходимо новое оборудование, отметила она. Заведующим Центра амбулаторной онкологической помощи работает Геннадий Михайлов, специалист с многолетним опытом работы. Он подробно рассказал присутствующим о достигнутых результатах за прошлый год и перспективах на будущий. Ирина Константинова, Павел Демин, Елена Блацева. Вести недели. С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. На днях пример ответственного отношения к своему здоровью показали депутат Государственного совета Чувашии Виталий Иванов и глава города Андрей Константинов. Они сделали прививку первого компонента вакцины. Профилактические мероприятия против коронавирусной инфекции COVID-19, в частности, вакцинирование, в Канашском межтерриториальном центре успешно проводят на протяжении 2 месяцев. За этот период прививку сделали свыше 600 человек. Сегодня Виталий Иванов и Андрей Константинов в бодром настроении прибыли в пункт вакцинации. Пройдя необходимую термометрию при входе в поликлинику, пациенты прошли обязательный врачебный осмотр. Валентина Романова, врач общей практики, измерила давление и уровень кислорода в крови. При этом каждый вакцинирующийся оформляет анкету и согласие на процедуру. Для меня важно мое здоровье, здоровье моих близких, родных, поэтому я решил вакцинироваться и ввиду характера своей работы приходится очень много общаться, ездить, выезжать. И чтобы обезопасить себя, свое окружение, я делаю вакцину
от коронавируса. И это моя гражданская позиция. И, конечно же, я рекомендую всем сделать вакцину от коронавируса. Виталий Иванов также отметил, что вакцинация прошла безболезненно. На протяжении получаса за ними понаблюдают специалисты, а затем они смогут приступить к основной деятельности. Пациенты сами приходят на прием, записываются, кто желает прививаться. И к определенному времени они подходят, чтобы здесь не было толкучки, чтобы они не стояли долго в очереди. Мы осматриваем, заходят по очереди, осматриваем больного. Мы осматриваем больного, как обычный пациент, когда приходит, измеряем давление, и меряем сатурацию, слушаем, анамнез собираем, потому что если аллергия была, бывает, что у некоторых больных бывает аллергия, они сами не знают. Бывает, что приходится дополнительно что-то, обследование назначить. Бывает, что и бывает, и отказываем. Всякое бывает. Они же сами по желанию приходят. Вакцинация состоит из 2 этапов. Первая вакцинация делаем этот первый день, считается нулевым днем. Пациенты некоторые не понимают. Они говорят: вот я посчитала, сегодня, говорит, 9-го мне надо прийти, сегодня 17 число. Сегодня отсчет идет с завтрашнего дня. Если все хорошо, никаких противопоказаний нету, больного допускаем на прививку. Прививка проходит в соседнем кабинете, определенная медсестра, выдерживается там температурный режим, потому что вакцина хранится при определенной температуре. И после прививки пациент еще 30 минут наблюдается и только после этого уходит домой. Даем рекомендации, что не надо делать после прививки, не надо не простужаться. Свои лекарства, например, от давления, которые раньше принимал, человек продолжает принимать. Противопоказаний для отказа от дальнейшего приема лекарств, которые принимает постоянно больной, нет. Нельзя простужаться, нельзя алкоголь употреблять в течение 3 дней, нельзя в бане мыться. И это все в рекомендациях написано. Больного даем рекомендации на руки. Через 21 день больной приходит, даем рекомендацию явиться на второй это этап вакцинации. И записываем номера телефонов. Пациент может забыть, чтобы напомнить, что вовремя пришел на прививку. Прививка переносится хорошо. В нашей больнице прививку начали делать уже в декабре. Люди уже получили и 2-й этап вакцинации, уже 2-ю прививку. Ни у кого ничего, никаких осложнений не было. Очень хорошо переносится. Лично я сама привилась. Никаких ничего, даже не почувствовала, что это ни следов, даже кроме следа инъекции ничего не было. Желаю всем крепкого здоровья, оставайтесь здоровыми, слушайтесь это рекомендации врача, вовремя обращайтесь, если что-то будет, вовремя обращайтесь в больницу. Отметим, что на сегодняшний день процедура является одним из основных способов борьбы с данной инфекцией. Для удобства населения города было принято решение организовать систему выездной вакцинации, которая будет проводиться на территории учреждений и предприятий. Ирина Константинова, Павел Демин, Елена Блацова. Вести недели. Лыжня России – самое массовое зимнее спортивное мероприятие, которое ежегодно проводится по всей стране с 1982 года. С каждым годом участников становится все больше и больше. Лыжные гонки – значимое событие в спортивной жизни и нашего города. Канашцы любят массовые виды спорта. Несмотря на погодные условия, они вышли и показали свое мастерство с отличным, бодрым настроением.
Сегодня можно смело сказать, что на старт вышли самые стойкие и уверенные. Из-за погодных условий во многих районах республики соревнования отменили. Но новая лыжная трасса города Канаша встретила спортсменов наилучшим образом. Ледяную корку раздробили, пройдя специальным катком. Муниципальный этап всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Канаше открыл глава администрации города Виталий Михайлов. Он поздравил всех приверженцев здорового образа жизни с Днем спорта и пожелал удачи в соревнованиях. Хочу поблагодарить ту техническую службу, которая сегодня нам помогла все-таки осуществить наши мечты. Почему? Потому что действительно до последнего не могли понять, сможем мы эти старты принять или не сможем. Но вроде бы задачи справились. А так всем огромное спасибо, что откликнулись на призыв. Всем здоровья, счастья, благополучия, здорового духа в теле, ну и хорошего настроения, побольше улыбок. Забеги стартовали с ВИП-гонки. На трассу вышли руководители предприятий и организаций города. Сегодня прекрасная погода в городе Канаш, прекрасная трасса. Очень радует то, что достаточно много участников, большой позитив, все активный соревновательный процесс. Видно, что на сегодняшний день лыжный спорт в городе Канаш и в Чувашии развивается. К сожалению, погода внесла небольшие коррективы. Дождь, прошелся и корка, но это все не останавливает. У всех желание победить, первое место занять. Но самое важное, я более чем уверен, что сегодня победит дружба, активный образ жизни, спортивный образ жизни. Все на старт. Всем крепкого здоровья, успехов, позитива и, конечно же, вперед Канаш, вперед все жители, все на трассу и, конечно же, крепкого здоровья. Затем за места на призовом подиуме боролись команды учащихся образовательных учреждений, студентов, трудовых коллективов и просто любителей данного вида спорта. Мы болеем за нашу школу, 3-ю. Она уверена, что выиграем, победим обязательно. Первые места у нас будут. Конечно, победы желаем. Желаем выносливости, все равно тяжело им. И чтобы лыжи хорошо скользили, не падали. Мы в этом году где-то уже в начале декабря начали выходить на эту площадку прекрасную, да, она обновленная, вы все чувствуете. И дружным коллективом нашим здесь занимались. Каждый участвующий сегодня победитель считается, да? Ну, все мы тоже победители. Кто вышел сегодня сюда, все молодцы. За здоровый образ жизни. Спасибо. Всем советую заниматься лыжами, лыжными гонками. Вести здоровый образ жизни. Стоит отметить, что на старт пришло большое количество болельщиков. А чтобы не замерзнуть, всех угощали горячим чаем и вкусной выпечкой. Стоит отметить, что для многих семей нашего города участие в лыжне входит в добрую традицию. На лыжи встают представители старшего поколения, а их поддерживают внуки. Сегодня победителей и призеров наградили медалями и дипломами, а также сувенирной продукцией с официальной символикой массовой лыжной гонки. Павел Демин, Лилия Александрова. Вести недели. На этом наш выпуск подходит к концу. Всех благ вам и здоровья. До новых встреч. Магазин низких цен «Светофор» помогает экономить время, ведь все необходимое для дома находится в одном месте. Ну и самое главное, «Светофор» экономит ваши деньги. Постоянные покупатели давно уже приметили, что ассортимент продукции увеличивается, а цены остаются прежними. Мы приезжаем сюда часто, покупаем продукты 2 недели один раз. Продукты все свежие. Семья довольна. Магазин «Светофор» расширяет границы. На сегодняшний день более 2000 магазинов в России завоевали доверие покупателей. Увеличивается и география стран, где присутствует данная торговая сеть. Румыния, Литва, Греция, Китай, Италия, Бельгия, Швейцария и многие другие. Помимо продуктов питания, их здесь более сотни видов. Бытовой химии, одежды и даже техники «Светофор» всегда радует сезонными товарами. Нам магазин «Светофор» очень нравится. Вот я приехала в Сибрезь покупать грунт для рассады, укровной материал купила, лотки для рассады купила. Цены нас устраивают в «Светофоре». Экономно.
очень нам нравится. Особенно тщательно в сети магазинов «Светофор» подбирают товары к праздникам. Всевозможные подарочные наборы, игрушки помогут выразить признательность вашим близким. Магазин низких цен «Светофор» сохраняет выгодные цены для населения за счет прямых поставок от производителей. Наши цены ниже рыночных на 15-20%. Наша основная цель – сохранять выгоду для населения. Праздники ждут скоро опять. Снова придется стол накрывать. Как сэкономить и всех удивить? С выгодой все в «Светофоре» купить. Для вас яйцо куриное 30 штук 164,90. Курага 1 килограмм всего 109,90. Грунт 60 литров 133,90. Сыр пошехонский 1 килограмм 315 рублей. На пороге наступающих праздников, чтобы покупки стали еще интереснее, к уже имеющемуся ассортименту мы добавляем сезонные товары. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Ждем вас ежедневно. Город Канаш, улица Котовского, 4.